Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біздің 8-ші сабағымыз. 8-й урок. Сегодня мы с вами начинаем. Добрый день. Для начала давайте мы с вами повторим то, чем мы занимались 7 уроков подряд. Мы с вами прошли в начале закон синхронизма. Закон синхронизма говорит о том, что если слово твердое, продолжение все твердое, если слово мягкое, продолжение все мягкое. Также мы с вами уже познакомились с 4 видами окончаний. Окончания множественного числа, принадлежности и падежные. И давайте на примере одного слова посмотрим. Слово мысалы бала деген сөз, балалар, балаларым и балаларымнан. От моих детей. Вот эти 3 вида окончаний мы с вами уже хорошо знаем. Если еще немножко плаваем, это говорит о том, что просто нужно сделать еще раз домашнюю работу. Вы наверняка заметили, что в течение курса я вам постоянно об этом напоминаю. Почему? Потому что, признаться честно, если признаться честно, то взрослые люди немножко страдают тем, что смотрят занятия, а вот на домашнее задание очень часто время не уделяют. Это и есть основная проблема отсутствия результата. Вы выделяете время, вы выделяете деньги и тратите силы, но результат немножко не тот, который вы ожидали. Почему? Потому что, повторюсь, что процесс урока состоит на самом деле из двух частей. Первая часть, 25%, это сам урок, это то, что сейчас происходит, да, у нас с вами. И 75% это домашнее задание, то есть тренировка, в итоге которая дает 100%. Если, положа руку на сердце, наверняка у нас у всех с вами уже был в жизни подобный опыт, когда мы что-то смотрели, но не тренировались. И отсутствие результата, самое главное, лишает нас мотивации. Поэтому давайте будем все время на стреме, будем все время делать домашнюю работу. Итак, сегодня мы с вами приступим к последнему типу окончания, и сегодня мы с вами начинаем изучать времена глагола. Как-то на уроке я говорила, что я очень сильно стремлюсь к этой теме. Почему? Потому что, зная времена глагола, мы уже с вами сможем оформлять свои мысли на казахском. На самом деле мы уже приближаемся к цели. Обращаемся к нашей рабочей тетради, лист 1.8. Лист 1.8, исходная форма глагола. Это материал прошлого урока. Давайте вспомним, что является инфинитивом и что является исходной формой глагола. Инфинитив – это, например, глагол «келю» – «приближаться». Инфинитив, как мы с вами уже знаем, может обозначать понятие, а может обозначать название действия. Вот, будучи понятием, инфинитив у нас используется как существительное. А название, как название явления, мы эту часть глагола, эту сторону глагола будем использовать для создания временных форм глагола и всех остальных глагольных форм. Так вот, что является исходной формой глагола? Если мы напишем сам глагол, инфинитив, и отсечем суффикс «у», нас и получится исходная форма глагола. Келю – исходная форма глагола «кель». Глагол «жазу» – исходная форма «жаз». То есть все очень просто. Отсекаем суффикс «у», и все, что остается от глагола, является исходной формой глагола. То есть именно вот эту часть мы будем использовать с вами на уроке. И также на этом листе 8.1 у нас с вами мы видим формулу образования времени глагола. Любой глагол, естественно, может быть в плюсе, может быть в минусе. И любое время, любое действие в языке, в речи, оно у нас совершается кем-то и совершается когда-то. Поэтому есть корень, то есть сам глагол, далее идет временной суффикс, и далее идет личное окончание. Личное окончание. Вот о этом типе окончания мы сегодня будем говорить, потому что этот тип окончания, он в основном у нас, в основном встречается именно, когда мы обозначаем действие. Это что касается плюсовой формы. Если мы посмотрим отрицательную форму глагола, то стандартно во всех временах будет корень, будет суффикс отрицательный, суффикс отрицания, далее будет временной суффикс, и далее также будет идти личное окончание. Эта схема у вас есть вот на листе. Корень суффикса окончания и корень отрицательный суффикс, суффикс времени и окончания.
это самая главная формула, по которой формируются все временные формы. Я хочу сказать, что тема времен глагола в казахском языке, она очень-очень простая. Почему? Потому что все времена формируются по одной единственной схеме. Есть один случай, когда меняется местами что-то. Этот случай мы отдельно с вами также оговариваем, но в основном времена вот ровно по этой формуле формируются. Теперь о числе нюансов времени. Стандартно во всех языках есть прошедшее, настоящее, будущее время. Если мы для примера возьмем грамматику русского языка, пришел, прихожу, приду. Прошедшее, настоящее, будущее. Написал, пишу, напишу. Настоящее, прошедшее, настоящее, будущее. Если мы для примера возьмем также английский язык. В английском языке также есть 3 времени глагола. Но если вы вспомните, что сколько нюансов временных, так вот, допустим, по разным подсчетам разные люди говорят разное время. Кто-то говорит 12 времен в английском, кто-то говорит 16. Я так понимаю, это зависит ровно от того, сколько времен преподаватель давал. Поэтому человек столько нюансов насчитывает. Ну, по сути, это всего три времени. Прошедшее, настоящее, будущее. Если вы спросите меня, Сауля Муратовна, сколько в казахском языке времен? Все очень просто. 9 временных форм. В прошедшем времени 4 нюанса, в настоящем времени 2 нюанса и в будущем времени 3 нюанса. 9 временных форм. И сегодня мы с вами знакомимся с самой первой временной формой. Простое прошедшее время. Обращаем внимание на второй лист нашей рабочей с вами тетради. Рабочая тетрадь. И в этом уроке у нас с вами есть одна временная форма. Самая первая, самая простая. Я думаю, что многие из вас знают о полиглоте Дмитрии Петрове. Человек в среде языкознания, лингвистов, переводчиков, преподавателей языков, очень авторитетная личность. И я советую вам его смотреть. И я очень рекомендую вам посмотреть на YouTube. Есть так называемые 12 уроков казахского языка с Дмитрием Петровым. Это не сами уроки, это записанная лекция, разделенная на 12 примерно равных частей. И эта лекция была записана около 5, возможно, 8 лет назад. Дмитрия Петрова тогда пригласили в Казахстан, чтобы он помог с разработкой методики, чтобы люди повсеместно, легко смогли осваивать, потому что у Петрова есть своя личная методика изучения иностранных языков. И вот в этих 12 уроках Дмитрий Петров рассказывает о нюансах казахского языка. Ему можно доверять. Почему? Потому что он в одном интервью сказал, что изучал около 100 языков, а владеет в той или иной степени какими-то активнее, какими-то, допустим, только читает, какими-то только, допустим, может говорить около 30 языков. И казахский язык в том числе он знает. И вот, изучив казахский язык, он сказал, что... Сейчас, дочь, здесь отрежем, сейчас забыла мысль. Петров. Быстро посмотри, сколько время. Какое время? Здесь на телефоне. 8. Так, 8 минута, да? Что я хотела сказать? Петров, что сказал? Петров сказал, сейчас скажу. Про языки. Снова начни с слов. Петров сказал... Угу. Так вот, Дмитрий Петров сказал, интересный факт замечен во многих языках мира, что самые распространенные, самые употребляемые формы, как правило, являются формами исключения. То есть, если мы вспомним, допустим, грамматику русского языка, мы все с вами помним 11 глаголов исключения. Если обратимся к английскому языку, популярному английскому языку, то в английском языке есть популярные глаголы, неправильные глаголы. Также и в казахском. Одна из времен прошедшего времени, она, являясь самой употребляемой, самой популярной, она является грамматическим исключением. Исключением в плане чего? У вас на листе 8.2 есть таблица «Усеченные личные окончания». Так вот, эти усеченные личные окончания в языке встречаются всего 2 раза. Это в простом, в прошедшем и в условном наклонении.
Остальные все 8 временных форм принимают стандартные личные окончания. И поэтому мы сегодня пройдем конкретно простое прошедшее время и конкретное окончание, которое мы только к этому времени мы можем употребить. Обращаем внимание на таблицу, которая вот под таблицей времени. Это окончание, личное окончание, которое только для этого времени. Итак, простое прошедшее время. Как же оно формируется? Чтобы сказать действие, что оно просто как факт было в прошедшем времени, мы берем корень, мы берем суффиксы «д», «д», «т», «т» и личное окончание. То есть, допустим, перед нами у вас приведена таблица, на примере 6 глаголов показано прошедшее время. Допустим, возьмем первый глагол «кельдам». Исходная форма «кель». Далее мы подбираем вариант «да». И в этой таблице личных окончаний ищем окончание, которое дублирует слово «мен». «Кельдам». Я пришел. «Кель-дам». Ты пришел. «Кель-да-нс». Вы пришли. И «кель-да». Он пришел. В третьем лице окончание нулевое. Чтобы сформировать время, простое время, мы активно пользуемся именно вот этой таблицей, потому что, повторюсь, только личные окончания эти только для этой временной формы. Теперь, если мы с вами обратимся к минусовой форме, то есть к отрицательной форме простого прошедшего времени, то стандартно по формуле добавляется отрицательный суффикс. И вот мы с вами видим корень, мы видим отрицательные суффиксы «ма», «ме», «ба», «бе», «па», «пе». Это суффиксы, поэтому мы вот такими значками обозначим. Далее идет суффиксы, будет только «д» и «д» мягкий, и далее идет личное окончание. То есть, допустим, возьмем пример с нашей таблицы. Первый пример «я не пришел», «кель». Далее берем отрицательный суффикс «ме», подбираем суффикс времени «да» и «кельмедом». Ты не пришел, «кель-ме-дым». Все очень просто. Действуем всегда по формуле. Если вы знаете язык и немножко не уверены, и поэтому вы проходите этот курс, если вы не знаете совсем языка, ничего страшного. В любом языке всегда есть формулы, и в казахском в том числе есть конкретные формулы, алгоритмы, по которым складывается та или иная конструкция. Поэтому, если вы знаете, но не уверены, и немножко у вас из-за неуверенности вы тормозите в том, чтобы говорить, в том, что что-то там пытаться разговаривать, говорить, то все очень просто. Найдите тему в курсе ровно там, где вы чувствуете, что вот это я совсем, вот это для меня совсем понятно, но непонятно, как делать. Это значит, нужно по формуле просто сделать определенное количество упражнений. И теперь давайте мы попробуем попереводить. Дело в том, что, как говорила, мы на данный момент уже с вами знаем практически все части предложения. И давайте сейчас мы это с вами сделаем. Перед нами на листе 8.2 предложение, которое сейчас мы с вами будем переводить. Я дверь квартира открыл 2 ключами. Я дверь квартиры. Пишем. Взяли ручку и пишем в рабочей тетради. Я дверь квартиры открыл 2 ключами. И сейчас я вам покажу алгоритм перевода предложения с русского на казахский. Мы с вами уже с прошлых уроков знаем, что в казахском предложении самое главное слово – это сказуемое. И сказуемое чаще всего – это глагол. Так давайте найдем основное действие в этом предложении. Я дверь квартиры открыл 2 ключами. Я открыл. И вот это слово сейчас мы напишем его в простом прошедшем времени.
Открывать ашу, соответственно, корень будет аш. Далее подбираем по схеме суффикс аш, т, и окончание подбираем, которое дублирует местоимение мен, аштам. И вот мы с вами написали аштам, я открыл. Теперь у нас здесь есть два, ну так скажем, два кусочка. Да? Есть вот дверь квартиры и двумя ключами. Теперь для начала мы вот эти словосочетания напишем просто в начальной форме. Дверь квартиры. Наше словосочетание, то, что мы с вами уже легко умеем делать. Дверь квартиры. Выясняем главное слово дверь. Дверь принадлежит квартире, значит, будет звучать как квартиры дверь. Ну, давайте пока на русском, так скажем, для разгона. Да? Квартиры дверь. Квартира, если патир, то дверь есек. И давайте соберем эти слова, вспомним пройденный материал. Два типа окончаний. Сюда мы ставим окончание, которое обозначает, что квартире что-то принадлежит, и это будет патирдын. И свяжем, покажем, что это слово есек по квартире принадлежит, а квартира это третье лицо, это она. То есега. Здесь у нас происходит чередование. Есега. И теперь давайте мы вот это словосочетание, мы его заново перепишем, потому что мы с вами его уже перевели. Так. Пятирдың есігі. Пока оставим в начальной форме. Дверь квартиры. Теперь двумя ключами. Два ключа. Два екі. Два ключа екі кілт. Напомню, что показатель числа в казахском языке отражается всего один раз. Он либо в начале стоит в виде конкретной цифры, либо слова много-мало, көп, аз, либо в виде окончания как кальтер. Если бы не было бы у нас, допустим, цифры и были бы ключи, тогда было бы кальтер. Но у нас есть показатель числа, конкретная цифра. Поэтому в этом случае окончание не используется. Ека, кальт. Два ключа. Теперь давайте задаем к этому словосочетанию вопрос. Аштам открыл что? Открыл что? Открыл вот этот объект. И здесь будет вопрос не на. И вспоминаем дальше окончание, которое соответствует этому падежу. И это будет у нас тавасептык, винительный падеж. И после третьего лица окончание будет н. Пәтердің есігін. Теперь мы зададим вопрос к слову екі кілт. Два ключа. Открыл двумя ключами. Открыл. Задаем прямой вопрос на русском языке, потом вопрос переводим на казахский. Открыл чем? Вопрос чем переведется немен. Вопрос немен находится в инструментальном падеже. Инструментальный падеж представляет окончание мен, бен, пен. Подбираем окончание, вариант, который подходит, и это будет екі кілт. Пен. И вот тогда мы с вами перевели предложение. Я открыл дверь квартиры двумя ключами. Пәтердің есігін екі кілтпен аштым. Вот какие мы с вами молодцы. Далее переходим еще одно предложение. Самое главное в переводе предложения помнить о том, что есть алгоритм. У всего в жизни есть алгоритм. Да, вы со мной, наверное, согласитесь. И алгоритм перевода предложения с русского на казахский. Первым делом мы сказуемое находим и ставим его в конец. Далее мы в предложении переводим словосочетание, в начальную форму ставим либо слова, либо словосочетание. И потом посредством вопроса мы от глагола задаем вопрос каждому кусочку. И давайте мы еще раз это проделаем. Мы вчера в Меге не видели ажар с детьми. Напишу на русском сначала. Мы вчера в Меге не видели ажар с детьми. Не видели ажар с детьми. Первым делом мы с вами находим сказуемое. Какое действие здесь происходит? Не видели. Да? Не видели. И мы помним, что казахский глагол, он состоит из трех частей. Во-первых, это само действие, потом когда-то и кем-то. Так давайте мы будем писать глагол. Видите, это глагол куру.
соответственно, исходная форма кур. Кур. Мы видим, значит, вот мы поставили глагол. Корень глагола. Далее мы видим, что это отрицание. Ставим отрицательный суффикс. Курме. Мы с вами из контекста понимаем, что действие было в прошедшем времени. Ставим прошедшее время. Да. И лицо, которое совершило это действие, это мы, ну, это первое лицо во множественном числе. Курмедек. Окончание «к» дублирует местоимение «без» – «мы». Вот мы с вами перевели. Мы не видели. Уже сегодня мы с вами начинаем использовать такую новую для нас часть речи, как наречие. Наречие – это вчера, сегодня, завтра, послезавтра, быстро, далеко. Это все наречие. Чем хороши наречия? Наречие – неизменяемая часть речи. Эти слова просто нужно знать. И мы можем когда угодно, где угодно, просто по факту, да, просто их использовать. Так вот здесь у нас есть наречие, которое выглядит, это слово «вчера». Слово «вчера» очень активное и популярное слово. Значит, мы вытащили, так скажем, глагол, а теперь все остальные части, а у нас осталось «вчера», «в меге», «ажар», с детьми, это отдельные части, ну, так скажем, части предложения. И мы будем их прям по очереди писать и переводить. Такой страшной разницы, как-то очень большой разницы нет, как, что зачем будет стоять. Поэтому мы прям по порядку. Вчера. Кеше. В меге. Мегу, значит, мы сначала пишем в начальной форме. Мега. Ажар. Также ажар в начальной форме. Ажар. С детьми делаем детей. Бала. Лар. Вот мы с вами перевели вчера, мега, ажар и дети. А теперь мы глагол будем связывать с каждым словом напрямую, и мы таким образом мы будем выяснять, какой падеж мы должны поставить конкретно каждому слову. Не видели в меге. Вопрос сначала на русском звучит. Где? Вопрос места. Да? Переводим вопрос. Кайда. И мы через вопрос выходим с вами на местный падеж. Окончание местного падежа даде, дате. Мега. Давайте это мы прям будем писать. Мега. Да. Перевели. Теперь не видели ажар. Вопрос не видели ажар, не видели кого. Мы не видели вот этот объект. Ну, в данном случае эту девушку или женщину. Вопрос не кэмдэ, это вопрос табу-септак, винительного падежа. И окончание табу-септак да-да, та-та, на-на. Подбираем вариант, который подходит. Ажар, да. Следующий этап, значит, перевели ажар. Следующий этап с детьми. С детьми задаем вопрос. Не видели с кем? Вопрос «с кем» мы с вами знаем переводится «кэммен». И вопрос «кэммен» – это вопрос инструментального падежа. Окончание инструментального падежа будут «мен», «бен», «пен». Балалар, «мен». И вот так легко мы с вами уже умеем переводить предложения. Мы вчера в меге не видели ажар с детьми. Кеше мегада, ажарда, балалар мен, курмедик. Вот, все так достаточно просто. Теперь в этой рабочей тетради у вас в этом же уроке будет ряд предложений, которые в прошедшем времени, в простом прошедшем времени, в плюсе, в минусе. И я специально разработала предложения таким образом, составила упражнения, что они сразу вперемешку идут. И в плюс, и минус, плюс и минус. Почему? Потому что наша речь, она всегда вперемешку. Поэтому отрабатываем мы сразу в таких условиях, более приближенных к реальным. И сегодня еще одна тема. Значит, вот на этом мы с вами закончили простое прошедшее время. Скажу дальше, что следующие прошедшие времена будут непростые. Для них там будут уже простые времена, но с нюансами. А это это время, которое, что значит простое? Это когда мы просто отмечаем факт прошедшего времени. Итак, продолжаем тему. Приступаем к новой теме. Новая тема – полные личные окончания. Полные личные окончания. Лист 8.3. Мы с вами только что на примере простого прошедшего времени затронули тему личных окончаний. Но, повторюсь, там личные окончания были усеченные. И это была форма исключения.
а все остальные времена и все остальное, что в языке происходит, и все, что соприкасается с личным окончанием, будет стандартным. Так вот, перед нами стандартные личные окончания. Ну, по-другому мы их назвали полные личные окончания. Эти окончания, они, вот, допустим, первое лицо может быть продублировано окончанием мен, бен, мен, бен, пен, пен. Ну, что это значит? Окончание, допустим, вот есть местоимение личное мен, и оно дублируется окончанием мен. И его фонетическими вариантами мен, бен, пен, пен. К чему? И зачем их 6? Это опять-таки наш закон синхромонизма. Это 3 твердых, 3 мягких. И остальные подбираются, можно на слух подбирать, либо опять-таки в конце этого урока у вас будет таблица, после каких звуков какой будет вариант окончания. И значит, вот окончание «м» дублирует местоимение «мен». Окончание «сын» дублирует местоимение «сен». «Сыс» и окончание «ол», оно продублировано, но нулевым окончанием. «Мен, сен, сыс, ол». И про личное окончание я хочу сказать такую вещь, что личное окончание, стандартные личные окончания, они в жизни у нас используются в 9 позициях. 9 позициях. Первая позиция – это глагол. Это в основном 80% случаев, когда используется личное окончание, это именно в глаголе. А остальные 8 – это окончания будут в сказуемых, но не в глаголе. Что нам нужно знать о личных окончаниях? Личное окончание – это окончание, которое всегда обозначает человека. То есть личное окончание – это всегда человек. То есть я могу, допустим, могу сказать «мен», «адам», «мен». То же самое, что можем мы сказать «адам», «мен». То есть вот личное местоимение «мен», окончание, которое личное окончание его дублирует «мен». И также мы его можем в жизни, так же как и притяжательное окончание, можем не использовать, также личные окончания эти можно не использовать. Почему? Потому что у нас опять-таки есть всегда окончание. Местоимение не используем, окончание всегда используем. Нельзя сказать «мен адам». Ну, сказать можно, просто это будет неверно. Так что лучше так не говорить. Естественно, мы можем убрать «мен» и тогда просто сказать «адам», который будет также обозначать «я человек». Но мы, естественно, не можем сказать, давайте я поменяю маркер, мы с вами не можем сказать телефон «м». «М» обозначает «я», и «я» телефон. Конечно, если мы не в мультике, если это не анекдот и не мультик, мы в жизни не можем сказать «я телефон», потому что я не телефон, потому что я могу быть только человеком. Вот, личное окончание – это всегда человек. Личные окончания, они встречаются в предложении всего один раз. Они встречаются в конце предложения. Личные окончания вот делятся, мы об этом факте уже с вами знаем, на полные и усеченные. И личные окончания не принимают ударения. По поводу ударения тоже небольшая ремарочка. Много источников, некоторые источники дают такую информацию, что ударение в казахском языке падает всегда на последний слог. Утверждение верно, но знаете, на процентов, наверное, на 98, на 97. Почему? Потому что если предложение, допустим, не знаю, там 18 слов, то во всех словах ударение падает действительно на последний слог. А вот в последнем слове, где есть личное окончание, на последний слог не падает, а падает, допустим, на предпоследний. И поэтому нельзя сказать, что он на 100% всегда падает. Не всегда падает. На личное окончание не падает, в остальных случаях падает. И яркий пример тому, допустим, есть глагол, немножко опережая вперед, и это для тех, кто немножко уже понимает, либо хорошо понимает. Есть слово «келеда», и давайте мы это слово скажем быстро. Допустим, пишем «ол келеда», он придет, а если быстро мы скажем так, как мы в жизни говорим, мы скажем «ол келет». Мы скажем слово «келет».
Либо, допустим, он напишет. Пишем мы ол жазады, а говорим ол жазат. Правильно писать окончание. Окончание обязательно пишем, но мы его, ну так скажем, ударение падает сюда, ударение и окончание как будто бы сворачивается, его аж наполовину даже слышно. Поэтому мы не говорим келеда, а говорим келет. Если вы скажете келеда, ничего в этом страшного нет, конечно. Просто вы скажете по правилам орфографии, но, как мы с вами хорошо знаем, что в языке есть понятие орфографии, есть понятие орфоэпия. Орфография – это правильное написание, орфоэпия – правильное произношение. Так вот, правильно написать келеда и правильно сказать келет. То же самое с этим же временем глагола, допустим, такое короткое предложение, как менжазаман. Менжазаман, да? Ударение не падает на ман, потому что мы не говорим менжазаман. Нельзя сказать так. Правильно будет сказать менжазаман. И пишем мы вот так. Но при произношении, попробуйте сказать быстро менжазаман. Правильно, мы с вами скажем менжазам. Это орфоэпия, вот это орфография. Правильно написать менжазаман, но правильно сказать менжазам. Опять-таки ударение не падает, и поэтому, так скажем, окончание аж сворачивается. Это что касательно то, о чем нужно сказать про личное окончание. И вот перед нами 8 случаев, когда личное окончание оно встречается. Мы можем с вами сказать, допустим, вот такую вещь. Мен кым мын. Я кто? Мы можем сказать мен кандай мын. Я какой? Либо я как, да? Или я какой? Либо я какая. Далее следуем по табличке. Мен кайдамын, где я? Мен кайданмын, откуда я? Мен калаймын, как я? Мен нешедемын, сколько мне лет? Мен нешіншімін, который я по счету? И мен кімненмін, я от кого? И давайте я писать не буду, а прокомментирую то, что у вас написано. Мен кіммін, я человек, вот приведен пример. Мен адаммын, я человек. Мен кандаймын, второй столбик, первое окошко, да? Мен кандаймын, какой я? Видите, мы написали кандай, поставили мын, и это получилось какой я. Если мы с вами поменяем окончание кандай сын, вот это окончание будет соответствовать тому, что здесь стоит слово сен, местоимение сен. И у нас получилось сен кандай сын. Ты какой? Опять-таки мы можем не использовать местоимение. Если мы с вами будем переводить кандай сын, также переведется ты какой. Давайте поменяем окончание. Кандай сыс. Вы какой? И если будет нулевое окончание, и из контекста будет понятно, что это вопрос, это будет ол кандай, он какой. Следующий пример. Біз кандайбыз, кандаймыз. Давайте мы дальше не будем примера, а то долго будет. Это вот пример плюса, а теперь давайте мы разберем минус. То есть в стандартной жизни во всем есть плюс и есть минус. И если я могу сказать, что, допустим, я Сауля Муратовна, я скажу, что я, допустим, я не Марзия. Да? Получается, это есть вопрос мен кым мын. И есть вопрос мен кым емес пын. Так вот эта частица обозначает не. И если я хочу сказать, допустим, вот я не Сара, то ровно в эту формулу мы пишем. Вот так же пишу мен. Вместо кым мы ставим слово, либо имя, Сара. И далее пишем емес, то есть это не, и потом лицо. Емес пын. И ответ мен кым емес пын, я кто? Я никто. В смысле, я не этот человек, да? Ответ будет мен Сара емес пын. Я не Сара.
И в этой таблице вот полностью 8 позиций расписано. И домашнее задание, естественно, это будет касательно этой таблицы тоже большое. И здесь немножко, чуть-чуть у нас в конце, давайте мы потренируемся. Под таблицей есть ряд вопросов. Давайте я на них отвечу. Бірінші сұрақ, мен кіммін? Кто я? Я буду прямо о себе говорить, да? Мен кіммін? Я отвечаю. Мен муғалім. Вот сюда вместо вопроса кім я поставила слово муғалім. И я говорю, что это я, поэтому окончание личное первого лица. Муғаліммін. Мен муғаліммін. Екінші сұрақ, мен қандаймын? Мен қандаймын. Переводим я, қандай, какой, какая, я какая. Ну, я отвечаю, я взрослая. Мен үлкенмін. Үлкен. Слово большой, но если касательно человека, то это переводится, в этом контексте переводится взрослый. Следующее. Мен қайдамын? Где я? Мен қайдамын. Я. И вот здесь вопрос қайда. Қайда – это вопрос где. Соответственно, мы здесь пишем ответ где. То есть, вот в данном случае я на уроке, да? Сабақ – урок. Вспоминаем местное окончание местного падежа. Сабақта. Это мы ответили на вопрос қайда. Сабақта. И дописываем мін. Мен сабақтамын. Следующий вопрос. Мен қайданмын? Откуда я? Қайданмын. Также здесь задействован вопрос қайдан, откуда. Откуда вопрос исходного падежа. То есть мы здесь должны сказать откуда. Да? И давайте отвечаю дальше. Мен қайдан? Ну, я с Алматы. Да? Алматыдан. И дублируем окончанием личные местоимения. Алматыданмын. Я с Алматы. Следующий вопрос. Здесь войдет, не войдет? Давайте посмотрим. Как я? Мен қалаймын. Видите, одна и та же схема. Мы ставим вопрос и личное окончание. И потом мы отвечаем с вами на вопрос. И, допустим, если вы спросите, Сауле Муратовна, қалайсыз? Ну, или я сама себе задам вопрос, как я? Я скажу, я отлично. Мен тамашамын. Ответила. Вот это я, а это ответ на вопрос қалай. Тамаша. Просто ставится слово вместо вопроса. И здесь давайте я сверху допишу. У нас с вами еще 3 вопроса, на которых я должна ответить. Эту тему вы отработаете также в домашнем задании. Есть большое задание. Смотрим, постоянно перематываем в объяснение и к домашнему заданию. Мен нешедемін? Мен нешедемін. Вот этот вопрос мы с вами брали тогда, когда знакомились с местным падежом. Я сказала, что это новый тип окончания, который мы с вами еще не знаем. И вот он пришел, этот тип окончания. Переводим вопрос. Мен нешедемін. Мы видим слово неше, которое обозначает сколько. Мы видим местный падеж, который обозначает место. Давайте свяжем эти два понятия. Место и сколько, то есть во сколько. И помните, мы говорили, что если поставить личное окончание к этому вопросу, то этот вопрос получится вопрос касательно возраста человека. То есть я в скольки? Я в каком возрасте? То есть сколько мне лет? Хочу сказать, что это не единственный способ спросить возраст. Это один из вариантов, такой самый простой, самый употребляемый, но не единственный. Давайте мы ответим согласно вот прям по этой схеме. И я скажу, допустим, вот мне 43, да, неше, вместо цифры я ставлю цифру 43, вместо вопроса 43, подбираем окончание местного падежа уште и дописываем окончание я. Мен 43-мін, мне 43 года. Еще один вопрос. Мен нешін
ш, мен. Мы знаем с вами, есть такой вопрос, нейшинши, который в смысле по счету, да? И если вы спросите, сыс, нейшинши, сыс, ну, допустим, в семье. Вот в семье я вторая, да, у меня есть старший брат, младший брат. И я говорю, я вторая. Мен, вот вместо вопроса нейшинши, который, ставим цифру, которая отвечает на этот конкретный вопрос. Нейшинши, екинши. Екинши, и добавляем окончание мен. То есть, если мы вот эти все местоимения уберем, то из ответа будет видно, что это я вторая. Если мы поставим, допустим, личное окончание второго лица, которое дублирует местоимение сыс, вы, и напишем сыс екинш, просто напишем екинши сыс, тогда это получится вы вторая. Но вот в данном случае я вторая. Если какие-то темы у нас на курсе встречаются, которые, ну, вот, допустим, вот эта тема, и мы отдельно не освещаем, то я хочу сказать, что вы не переживали, на YouTube-канале будет очень много, сейчас заливается очень много видео, конкретно по разным грамматическим темам. И вот эта тема порядково-числительная будет отдельным видеороликом. Вы его смотрите, сможете спокойно в свободном доступе найти, посмотреть. И последний вопрос. Мен кымненмін. Мен кымненмін. Давайте я вот это сотру, чтобы вас не запутать и не отвлекать на другие записи. И вопрос кымненмін, он переводится «я от кого?». В смысле «я от кого?», ну, в смысле там «пришла», да, допустим, передаю там «привет от кого?», да. Этот вопрос, на самом деле, это тот же вопрос, что и вопрос исходного падежа, который вот нечаянно стерла. Мен, кай, дан, мен. По сути, это позиция одного и того же исходного падежа, откуда я и от кого я. Но почему мы этот вопрос выделили отдельно? Почему? Потому что, скорее всего, вот это относится к пространству, к каким-то большим объектам, а это относится к людям. И мы с вами знаем, что ближайшее окружение людей, как правило, в казахском языке обязательно обозначается, что мой, твой, наш, а он обязательно чей-то должен быть. Если предметы, тоже мой, твой, наш. Если, допустим, вот буквально на секунду отвлеку вас, если, допустим, скажем, дома, вот по-русски скажем, дома дочки нет. Совершенно спокойная, нормальная фраза. А если мы напишем «үйде қыз жоқ», так вот эта фраза на казахском звучит, она как-то немножко грубовато звучит. «Үйде қыз жоқ». Ну, в смысле, вот нет девочки дома, которая потом убирала. Это «үйде қыз жоқ» немножко категорично звучит. Почему? Потому что, как правило, если я говорю, что моя, допустим, дочка там в гости ушла, то корректно сказать «үйде қызым жоқ». Дома моей дочери нет. Либо там твоей дочери нет, или вашей дочери нет. Повторюсь, ближайшее окружение людей, как правило, отмечается что-то мой, твой, наш. И поэтому здесь этот вопрос, выведен отдельно. Поэтому давайте скажем, допустим, вот я от моего брата там, сейчас приехала, да? Мен, кым, пишем ага, ставим моего брата, делаем агам, далее от агамнан, и следующее окончание мен. И вот в одном слове у нас 3 окончания. Я от моего брата. Мен агам, нан мен. Я от моего брата. Вот что значит личное окончание. Повторюсь, это 4-й тип окончания, который, если он в слове есть, то он ставится именно 4-м. И повторюсь, он встречается в основном, наверное, 80% встречается в глаголе, в предложении. Этот тип окончания встречается всего 1 раз в предложении, прямо в конце, прямо перед точкой, он только всегда бывает. И теперь с большим удовольствием вы можете немножко отдохнуть, а потом приступить с энтузиазмом к выполнению домашнего задания. Почему? Потому что этот тип окончания, он совершенно не связан с другими типами окончаний, и он требует отдельного внимания и отдельное, конечно, выполнение домашней работы. Мы делаем домашнюю работу, мы проходим тест, и потом только сверяем с ключами. Осымен бүгінгі сабағымыз, 8-ші сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.